Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подтоплены дома и кладбища, размыты дороги и мосты. Местные жители остались без связи. На место выехал президент Асламджания. Черноморэнерго продолжает работы по улучшению технического состояния подстанций по всей республике. Актуальные вопросы развития судебной системы обсудили участники конференции, приуроченной к 101-й годовщине образования судов общей юрисдикции Абхазии. Несколько сел Ачимчирского района пострадали ночью 13 мая из-за непогоды. Вышедшая из берегов река Адгамч нанесла серьезный ущерб селам Кындых, Джгярда, Ктол, Араду, Атара и Гуада. Утром 13 мая на место выехал президент Асламджания. Заместитель главы Ачимчирского района Артемон Габилая сообщил, что в селах подтоплены дома и кладбища. Размыты дороги и мосты, местные жители остались без связи. В нескольких сельских поселениях района затруднено автомобильное движение. По предварительным данным, пострадало около 40 дворов. Спасатели районной пожарной спасательной части в оперативном режиме устраняют последствия ливня, восстанавливают автомобильное сообщение внутри сел. Асламджания поручил начальнику управления капитального строительства Тимуру Агарба перекинуть всю технику госкомпании «Абхазберегозащита» в села Джгярда и Кутол. Кроме того, президент дал указание собрать всю необходимую информацию для оценки масштабов ущерба и пообещал оказать помощь в ликвидации последствий стихии и восстановлении пострадавших населенных пунктов. С таким явлением мы сталкиваемся не первый раз. У нас есть определенный опыт, наработанный опыт. Как вы обратили уже внимание, энергетики работают. Вот мы сейчас прошли мимо них. У них есть все необходимое для того, чтобы обеспечить электроэнергией, пока по временной схеме. Сюда выезжает сейчас тяжелая техника для того, чтобы принять такие неотложные меры по отводу воды, по тому, чтобы дальнейший ущерб был локализован. Что касается семей, пострадавших от наводнения, мы составим по каждой семье акты и в соответствии с этими актами будем помогать. Это как бы история, с которой мы живем уже несколько лет подряд. Поэтому ни один из пострадавших без поддержки государства не останется. Но тут надо решать некоторые вопросы глобально. Наша съемочная группа работала в пострадавших от наводнения селах. Репортаж Уляны Рожковой. Для жителей сел Кутол, Джгярда и Гуада сегодняшнее утро оказалось недобрым. Вышла из берегов река Адгамч, которая уже не в первый раз доставляет неприятности. Размыты два моста и проселочная дорога. От наводнения пострадало множество домов, некоторые из которых находятся в речной блокаде. Для помощи пострадавшим приехали сотрудники МЧС. В скором времени будет создана специальная комиссия по оценке нанесенного стихии ущерба. نس يحبر الدر راحتا نراي خي عيد قرخشرة أوس زوجة يأخذ بشيء وجه تكنيكا دكر قال خيتنس تزي تاخي شتتصر يخاو خامش وتشوب نصبريه وا يتيرت أملارت برخاجة أملارت زحنا بس بشيء بتقول زاشة. Река Адгамч уже не в первый раз выходит из берегов. На этот раз причиной бедствия стали обильные ливни, обрушившиеся на Абхазию и юг России. Кого-то топит уже второй и даже третий раз. Люди не успевают приобретать новую мебель. Ситуация очень плачевная. Есть вероятность, что наводнение может повториться. По результатам работы комиссии людям будет оказана финансовая помощь. ахучқәа по школах изымцаӡакәа игылоуп шықәсык зхымҵыц ахәыҷқәа зҳәазеиԥш ибжьоуп зегьы инхарц инҵырц рҭахуп аха нас уи аԥсабара дрыцҳароуп еилаҳкаауеит сыздырам ишыжәбо еиԥш наҟ-ааҟ еиқәҿаҳҭуа
Аӡнырцә уажәы ԥшьҭӡык нхот, ҳара ҳахьынхо ҳашьҭахьҟа ӡиасуеит, џьмирыҳәа иашьҭоуп нас ашьха. Ӡиас даараӡа леишәацәгьоуп, Дӷамшь еиҳагьы алеишәацәгьоуп, нас ҳаҩны бас ашьҭахь зынӡа иаакыдсылан ицеит. Сыздыруам ирҳәо ауп сара аҩныҟа сзымнеиӡац, егьызнеиӡом арҭ амшқәа, избанзар иҟоу ӡхыҵра жәбо. В ликвидации последствий наводнения задействованы все спасательные бригады МЧС и единицы техники. Ульяна Рожкова, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Черноморэнерго продолжает работы по улучшению технического состояния подстанций по всей республике. На подстанции Новый Афон завершен капитальный ремонт трансформатора, что позволит снизить нагрузки и повысить мощность. Алика Трапша расскажет детали. На подстанции Новый Афон 110 на 6 киловольт был произведен капитальный ремонт трансформатора мощностью 10 мегаватт. На время его реконструкции электричеством снабжал потребителей другой новый трансформатор мощностью 16 мегаватт, который здесь был установлен еще в прошлом году. Необходимость ремонта трансформатора 10 мегаватт возникла из-за высоких нагрузок напряжения и изношенности оборудования. Вот этот трансформатор, который сейчас сделали, он всегда у нас там протекало масло много, уходило, утечки большие. А ремонт мы не могли сделать из-за того, что отключить не могли. Ну, появилась возможность ремонт делать, когда мы поставили новый трансформатор 16-мегаваттный, который заменил временно. И тогда мы могли отключить трансформатор и сделать полный объем капитального ремонта. Полный объем что входило? Поднятие активной части, это вот внутрисердечник. Ремонт его уже на воздухе здесь, на земле. И замена уплотняющей резины и все остальное, что есть на этом трансформаторе. Радиаторы, консерваторы, термосифонные фильтры, все это дело было. И вот была дана возможность, мы это дело сделали, привели его в порядок. Он сейчас как новый, окрашен, сделан, залили масло. Подстанция Новый Афон считается одной из самых перегруженных. Теперь ввод в эксплуатацию отремонтированного трансформатора позволит снизить нагрузки, а ее совокупная мощность повысится до 26 мегаватт. Из-за того, что большая загруженность этого района, энергозагруженность, мы сделали еще одну подстанцию, Приморскую. И там поставили трансформатор, который разгрузил частично эту подстанцию. Одна проблема была, что эта подстанция 6-киловольтная, а тот, который стоит в Приморске, 10-киловольтный. И пришлось нам еще дополнительно менять те сельские трансформаторы 6-киловольтные на 10-киловольтные. Это дополнительная работа сделана, и дай бог, это хорошо, что разгрузили мы это дело. То есть запас небольшой есть по этому району. Подстанция Новый Афон была построена еще в 60-х годах прошлого столетия, и немало приборов выходит из строя. Здесь еще предстоит замена масляных линейных выключателей 110 киловольт, линии Ишера и Афон, а также замена шинных разъединителей подстанции. Все эти работы Черноморэнерго планирует произвести до конца текущего года. Алика Трапша, Заур Кварчи, Абхазское телевидение. Сотрудниками УВД по Гагарскому району раскрыто преступление имущественного характера, совершенное на территории строящейся гостиницы «Изумруд». Подробности в материале пресс-службы МВД. Сотрудниками УВД по Гагарскому району раскрыто преступление имущественного характера, совершенное на территории строящейся гостиницы «Изумруд», расположенной в городе Гагра, улица Базга, откуда были похищены электроинструменты и прочий инвентарь. Принятыми оперативно-розыскными мерами установлен подозреваемый, впоследствии задержан Шамба Эрик Рудольфович, 2000 года рождения, проживающий в поселке Бзыпта. В ходе обследования жилища и прилегающей территории в лесном массиве за домовладением по месту проживания задержанного сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району похищенное имущество было обнаружено и изъято. Заявление о краже электроинструментов со строящегося туристического объекта поступило в дежурную часть районного управления внутренних дел от руководителя предприятия. При этом сумма ущерба составила 677 250 рублей. По данному факту, в соответствии с пунктом Б части 4 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, следственным отделом Гагарского УВД возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Приняты меры по задержанию второго соучастника преступления.
Вторая международная научно-практическая конференция правосудия в Республике Абхазия прошла в Верховном суде. Цель научного мероприятия – обсуждение актуальных вопросов, связанных с осуществлением правосудия, развитием судебной системы. На конференцию приглашены юристы Федеральной палаты адвокатов России и российских университетов, Адвокатской палаты Татарстана, судей Верховного и районных судов Абхазии. В программу включено до 20 докладов на разные темы. Гугуца Вардания расскажет подробности. Вторая научно-практическая конференция, приуроченная к 101-й годовщине образования судов общей юрисдикции Абхазии, собрала в Большом зале Верховного суда адвокатов, кандидатов, доцентов юридических наук и судей Абхазии и России. В мероприятии приняли участие гости из Федеральной палаты адвокатов России, ведущих российских институтов и университетов. Первая часть выступлений докладчиков была посвящена теме цифровизации, недавно внедренной автоматизированной судебно-информационной системе АСИС. Данные программы, данное системное обеспечение, оно, конечно же, имеет множество перспективных направлений, как, например, сокращается время проведения судебных заседаний, сокращается число вносимых замечаний на протокол судебного заседания. То есть все то, что было в судебном заседании, можно более детально восстановить при помощи прослушивания аудио и видео зафиксированных заседаний. Процесс цифровизации у нас это довольно неизбежная такая история, которая идет в ногу со временем, поскольку у нас меняются определенные обстоятельства жизненные, у нас появляется необходимость внедрения данной области, целой, можно так выразиться, во все сферы жизнедеятельности человека. Вместе с тем, профессиональная деятельность юристов и судей невозможна без правовой культуры. И несмотря на активное внедрение новых автоматизированных систем, в любой ситуации решение принимает человек. Как бы мы далеко не прошли в проблеме цифровизации и не поручили это делать машинам, человек, тем не менее, всегда останется, и, я думаю, за ним будет последнее слово. Поэтому культура этого человека, в том числе и правовая, она имеет очень большое значение. Вот если речь, например, идет о судьях, то в законе прямо предусмотрено, что при принятии решений нужно руководствоваться законом, а также убеждениями. А что такое убеждение? Безусловно, что в ряды судейского сообщества избираются люди, которые соответствуют высоким критериям профессионализма и нравственности. Соответственно, мы уверены в том, что когда судья принимает решение, он руководствуется законом, убеждениями, то есть своей высокой культурой. Докладчики также коснулись проблем судопроизводства по преступлениям в области незаконного оборота наркотических средств, альтернативных форм разрешения споров, а также тем традиций, инноваций, конституционной ответственности. Юридическая ответственность считается одним из центральных институтов в правовой системе, служа фундаментальным аспектом множества юридических исследований. Ученые рассматривают этот институт как своеобразный нерв правовой системы, поскольку именно от конституционной ответственности зависит эффективное функционирование законов и регулирование общественных отношений. Доклад гостей конференции, кандидата юридических наук, адвоката Адвокатской палаты Республики Татарстан Надежды Муратовой, был посвящен основам осуществления правосудия по семейным спорам в Республике Абхазия. Конституция Республики Абхазия, она содержит в себе базовые нормы, которые определяют ценность семьи, ценность частной жизни, ценность детей, ценность защиты прав семьи в целом, как ячейки общества, базовая наша ячейка, где мы находимся каждый день. Готовясь к конференции, Надежда Муратова изучала законы Абхазии и статистику по семейным спорам. Для нее это интересный опыт. Я отметила, что, исходя из судебной статистики, семейные споры в Республике Абхазия занимают не первую строчку. Это уже говорит о том, что семейные вопросы разрешаются, видимо, с учетом традиций внутри семьи, и до суда неразрешенных конфликтов доходит не так уж и много.
Все материалы научно-практической конференции будут опубликованы в журнале «Вестник Верховного суда», учрежденного в прошлом году к столетнему юбилею образования судов общей юрисдикции Абхазии. Сама конференция – это большая площадка для общения коллег и международного сотрудничества. Кроме того, что в рамках самой конференции у нас была возможность обсудить все актуальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся судьи. Потому что здесь присутствуют и представители адвокатского сообщества, представители органов правоохранителей. Мы хотели бы, чтобы у нас у всех была возможность обсудить те сложные моменты, с которыми мы все сталкиваемся уже в рамках научной конференции. И я хотела бы, чтобы такая площадка у всех была. Конференции, приуроченные к годовщине образования судов общей юрисдикции Абхазии, теперь станут традиционными. В рамках последнего мероприятия, посвященного правосудию Абхазии, было представлено около 20 докладов. Гугу Цавардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Последний звонок в школах Абхазии прозвенит 22 мая, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Аслан Кутелия. В 2024 году 53 школы окончат примерно 1900 выпускников. Из них 12 школьников претендуют на медали, 9 на золотую и 3 на серебряную. Выпускные школьные экзамены для 9 и 11 классов пройдут с 30 мая по 20 июня, после которых состоятся городские районные школьные баллы. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 14 мая на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь и, возможно, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 12-17, температура морской воды плюс 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.